Программа месячника милосердия обширна и разнообразна. Во многих учреждениях запланированы торжественные мероприятия. В школах проводятся встречи с ветеранами и выставки поделок. Особое внимание уделяется и проблемам пожилых людей. Именно поэтому организуются приемы, где обращения граждан старшего возраста берутся на контроль, и уже ведомственные органы занимаются их решением. На днях пожилых принял комплексный центр социального обслуживания населения. Напомним, в последнее время здесь произошли изменения, в том числе и в порядке обслуживания. Поэтому основная работа в этот день заключалась в консультациях. Если раньше к нам обращались, мы могли обслужить только пожилых людей и инвалидов, то теперь у нас круг получателей услуг расширился. Также мы можем многодетные семьи обслуживать. У нас есть такой в перечне услуг, как присмотр за детьми, гулять можем с ними. Кому нужны услуги социального работника, пожалуйста, обращайтесь к нам, Островского, 36-й кабинет. Прием пожилых в преддверии их праздника здесь проводится ежегодно, и каждый раз наблюдается, что особенно популярны среди пенсионеров консультации юриста. И этот год не стал исключением. Как оформить пенсию по потере кормильца, какие документы необходимы для получения пособия, как и куда обратиться в сложных юридических ситуациях. Специалистам центра пришлось решать эти и другие вопросы. В этот день сюда обратилось более 20 человек. Среди них были не только пожилые, но и люди с ограниченными физическими возможностями. Месячник добра и милосердия продолжается. Алина Полянская, Гуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.